Эфир телеканала «Якутия-24» продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах к этому часу. Ситуация с коронавирусом продолжает оставаться напряженной. Количество новых случаев приближается к 80 в сутки. Спустя 25 лет возобновили сельхозпрактику в Алданском политехникуме. Расскажем о реальной помощи селу. Также в помощи нуждается и экология. Энергетики Нерюнгринской ГРЭС вышли на субботник. За минувшие сутки в Якутии зафиксировали 79 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сегодня сообщила замруководителя регионального оперштаба Ольга Балапкина. Так, в Якутске выявили 40 случаев, в Мирнинском районе 7, в Татинском 6, в Алданском, Верхневилюйском, Мегино-Кангаласском, Хангаласском районах по 4 заболевших, в Среднеколымском, Чурапчинском районах по 3 случая. В Вилюйском, Жиганском, Улусах по 2, зафиксирован 1 летальный исход. Лаборатории республики за сутки провели почти 4000 исследований на COVID-19. Необходимо обратить внимание, что большинство летальных случаев на территории республики связано прежде всего с теми больными, которые имеют осложненные хронические заболевания. И, соответственно, это в основном группа риска граждане старше 65 лет. Поэтому я еще раз обращаю ваше внимание к детям. Я обращаюсь к тому, чтобы берегли своих пожилых родителей, старших братьев и сестер. Сегодня это действительно достаточно важно. Единую горячую линию для больных астмой запустили в Якутии в связи с задымлением. Об этом также сообщила Ольга Балапкина в ходе брифинга. Пациенты с хроническими заболеваниями органов дыхания могут обратиться по номеру 8 914 2 701 203. По данным авиалесоохраны, на сегодня в регионе действует 20 природных пожаров на общей площади, пройденной огнем 720 гектаров. За сутки возникло 2 новых возгорания и 3 было ликвидировано. Отмечается, что в связи с отсутствием осадков существует вероятность задымления около 40 населенных пунктов на территории 12 районов республики. Я хочу обратить внимание, что исходя из сложившейся ситуации, которая связана и с пожарной ситуацией, которая существует на территории республики, нами сегодня принято решение для больных, которые связаны прежде всего астматиков наших, открыть отдельную горячую линию в Министерстве здравоохранения. Номер этой горячей линии 701-203, 8 914 2 701-203. Этот номер появился у нас в том числе и на сайте Министерства здравоохранения. Даст нам возможность прежде всего разгрузить линию, которая работает у нас по поликлиникам, по скорой помощи. Между тем, работы по ликвидации лесных пожаров ведутся в Чурапчинском районе. Тушение огня ведется силами лесничества, ГАУ «Лесресурс» и специалистами авиалесоохраны. Созданы мобильные бригады из числа работников администрации и работников управления культуры для патрулирования. В настоящее время из 2 пожаров 1 в Булугурском наслеге ликвидирован. Принимаются меры по локализации пожара, действующего на территории Хатылынского наслега. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет, сообщил начальник ЕДДС Чурапчинского района. К другим темам. На всех объектах Алроса приступили к специальной оценке условий труда. На каждом предприятии созданы комиссии, подготовлена исходная информация. Сформированы и утверждены перечни рабочих мест для спецоценки. Сейчас к работе приступили эксперты. Им необходимо обработать большой массив данных и определить классы условий труда для каждого рабочего места. Зачем нужна спецоценка, узнавала Олеся Васева. Работающие на трассе грейдеры ждут, тормозят в безопасном для остановки месте. В кабину поднимается Антон Вдовин. Он проведет специальную оценку условий труда. Часть пути он проделает вместе с водителем. Задача специалиста – оценить, как проходит его рабочий день, сколько времени водитель проводит за рулем, есть ли негативные производственные факторы при работе по этой специальности. После проведения замеров специалист возвращается, чтобы записать данные в таблице. Уже несколько дней он делает оценку условий труда работников Мирнинского управления автомобильных дорог. В списках большой перечень специальностей. В среднем специальная оценка условий труда проводится на одном рабочем месте
течение 10-15 минут в зависимости от проведения технологических процедур. Вот. Ну и также в зависимости от трудовой деятельности работника, какие трудовые функции он выполняет в течение рабочей смены. Экспертами смотрятся основные виды работ, и уже на основании этого проводятся инструментальные замеры того или иного фактора. Специальная оценка условий труда в «Алроса» началась с сентября. Первыми осмотрели сезонные объекты. Далее спецоценка пройдет во всех остальных структурных подразделениях компании. До этого она проводилась в 2014-2015 годах. Тогда ее прошли более 17,5 тысяч рабочих мест. Итоговый отчет вступил в силу с 1 января 2016 и действовал в течение 5 лет. Таков его срок действия по закону. Проверка проводится в несколько этапов. Сначала эксперты на каждом рабочем месте выявляют вредные производственные факторы и проводят их замеры. Затем данные загружаются в специализированную программу. Предварительные результаты направляются на предприятие в комиссию по оценке условий труда для рассмотрения и согласования. Потом происходит, так сказать, анализ полученных результатов. Это уже в значительной степени идет автоматизированная обработка, идет определение классов условий труда по результатам исследований, измерений. Устанавливаются гарантии компенсации в зависимости от выявленных вредных производственных факторов. И что очень важно для работника, происходит определение пенсионного обеспечения. Договор с компанией «Экостандарт» «Алроса» заключила на 6 лет. Работа экспертов продлится до 2025 года. Они проведут масштабную проверку условий труда на каждом рабочем месте в этом году и до конца срока действия контракта будут заниматься внеплановой спецоценкой при вводе новых рабочих мест и изменениях технологического процесса. Олеся Васева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». В Якутске запустили третью очередь теплиц «Саюрия». Тепличный комплекс является самым современным и технологичным сельхозпредприятием, созданным в суровых природно-климатических условиях. В рамках первого этапа третьей очереди в Саюре установили 4 новых тепличных блока общей площадью порядка 1 гектара, в которых уже высажены огурцы и томаты. С запуском новых теплиц объем производимой продукции в этом году составит более 850 тонн, что в 3,5 раза больше, чем в 2019-м. Первый урожай запланирован в октябре. Сегодня на предприятии работает 64 сотрудника. Вскоре число сотрудников увеличат до 80. Я хочу еще раз вам всем сказать огромное от жителей спасибо, от главы спасибо огромное сказать, потому что ваш труд, он сегодня почти что в каждой семье на столе стоит. И считаю, что это заслуга ваша. И мы всегда будем способствовать и рады, чтобы вы только развивались. Более четверти века понадобилось, чтобы возродить сельхозпрактику для студентов Алданского политехникума. В Советском Союзе ее проходили не только учащиеся вузов и СУЗов, но и школьники. За работой студентов в полях наблюдал Руслан Павлов. Впервые за 27 лет студенты Алданского политехникума прошли сельскохозяйственную практику. Около 100 первокурсников неделю работали на угодьях Якокитского агропромышленного комплекса. Собираем камни, таскаем, загружаем в кузов их. Собираем в кучки, а потом загружаем в кузов и их разгружают. За нехитрой работой молодежь познает, почем фунт лиха. Кто-то с непривычки устает, а кто-то уже знаком с тяжелым сельским трудом. Меня просто с детства приучила бабушка, еще со времен войны, она у меня в Великой Отечественной войне участвовала, участник. Ну и вот она с детства приучала меня к этому. То есть тяжелого труда не боишься? Тяжелого труда не боюсь, наоборот, Если где-то предлагают поучаствовать, я всегда согласен. Кому-то нравится, кто-то бывает неохота работает. Но в основном все работают, все нравится. В отличие от первокурсников, студент со стажем Рустам Абдурахманов сам вызвался пройти практику. Он проходит обучение дистанционно и решил лучше влиться в коллектив, чем сидеть в 4 стенах дома. Весело. Конечно, не со своей группой, но решил попробовать. Холодно, конечно, еще. На природе зверский аппетит, поэтому обед по расписанию. Молодой растущий организм уплетает похлебку из студенческой столовой быстро и просит добавки. На десерт первокурсники получают общение и новые знакомства. Объединяет людей, которые не знакомы с друг другом и могут подружиться и узнать друг друга получше.
Сотрудничать с сельчанами техникум теперь будет на постоянной основе. За труд студенты получат прибавку к стипендии и, конечно, незабываемые впечатления от практики, которые будут вспоминать всю оставшуюся жизнь. Руслан Павлов, Александр Лукин, поселок Якакит, Алданский район. Энергетики Нерюнгринской ГРЭС вышли на уборку берега водохранилища в поселке Серебряный Бор. Мероприятие проводилось в рамках экологической республиканской акции «Вода России». За 3 часа трудовой десант от НГРЭС из 22 человек очистил 800 квадратных метров и собрал порядка 50 мешков мусора. После уборки весь собранный мусор отправили на городскую свалку. Субботники мы устраиваем на береговой линии постоянно, где-то в течение всего летнего периода. Это 2 раза в месяц как минимум. Ну, собираем специально людей, выделяют цеха и проводим вот такие вот массовые уборки мусора. Люди у нас такие, что много мусора оставляют. Приходится нам вот за ними убирать. В столичном торгово-экономическом колледже сегодня возложили цветы к бюсту Кузьмы Гаврилова. Это событие было приурочено ко Дню государственности, который республика ежегодно отмечает 27 сентября. Кузьма Гаврилов был видным общественным деятелем, писателем, экономистом. Он в 1914 году впервые в республике создал товарищество кооперативов под названием «Экономия». За 4 года оно расширилось и насчитывало более 60 филиалов. А в 1918-м Гаврилов создал потребкооперацию «Халбос», где был ее руководителем несколько лет. Его заслуги сегодня вспомнили студенты, а руководители торгово-экономического колледжа возложили цветы. Сегодня мы гордимся и хотим, чтобы наши студенты, наше молодое поколение также гордилось такими великими людьми, как Кузьма Осипович Гаврилов. Он, как человек талантливый, он был очень разносторонним, он и входит в число одних из выдающихся представителей литературы, был популяризатором культуры, видным общественным деятелем. В крупной общественной организации он участвовал очень активно. К этому часу это вся информация. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь на телеканале Якутия-24.